Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Сегодня мы поедем в Биной. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Будет интересно. Ближе к Биною тучи видны. Вот смотрите. Несмотря вот на эту погоду, мы постараемся поехать до конца нашего пути. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые наши видео. Чем дальше, тем интереснее будет. Это Биноевская мечеть. Очень красиво, кстати. Так, сейчас нам надо налево. Эта дорога идет к родникам Ахкитей, вместо одного. А вот эта дорога идет к Щербена. Вот это Щербена. Там качели. А вот нам прямо. Так, друзья, мы походу прибыли, оказывается, запретная зона была вот эта. Смотрите, вода спускается, здесь идет под камни. Жаль, что погода такая нелетная, но мы постараемся подняться, увидеть все это. Упираемся. О, вы это видели? Резкий выход из тумана. Поднимаемся дальше. Туман резко рассеялся, и поэтому мы уже видим вот этот родник. Вот почему я люблю природу. Сейчас мы должны подняться вот оттуда и на эту высоту. Тут уже все. Тут уже подняться невозможно. Нету дороги. Так. Скорее всего, ноги у нас будут мокрые. Постараемся подняться, вот, перейти на эту сторону. Друзья, на фоне этого прекрасного пейзажа, прекрасной
прекрасного родника. Хочу попросить вас, чтобы вы подписались на канал Жизнь Кавказа, ставили лайки и пишите в комментариях ваши пожелания, ваши эмоции, замечания. Будем исправляться, стараться для вас. Будем делать все новые видео специально для вас. Вы видите, уже небо становится ясное. Я хочу показать вам прекрасную картину. Вот сейчас я наблюдаю за этим. Вы посмотрите там. Мы находимся выше облаков. Но смотрите, вот как вот эти облака текут, вот, как река, как бурная река вот течет вот это все. Это просто, я не знаю, словами это, друзья, не передать. Это надо вживую видеть. Даже камера это все так красиво, как вживую, это не передаст ничего. Друзья, сейчас мы постараемся еще подняться туда. Нам недалеко осталось, вот примерно вот там, вот уже в уходе река из недр камней. Там. Вот. Ой, смотрите, друзья, как прекрасен наш мир, и Чечня в частности. Как прекрасно тут все. Так, пока солнце не ушло за облака, постараемся подняться еще. Пошли к нашей цели. Наша цель — источник, откуда выходит этот родник. Если я не ошибаюсь, это река Ясса. Смотрите. О, видите? Растительность. О. Я ни в коем случае не порчу природу. Просто интересно было. Тут так мягко. Из-за этой мягкости я не могу тут подняться. Поднялся. Чем выше мы поднимаемся, друзья, тем красивее, вот, красивые виды показываются. Облака уже поднимаются, смотрите. Альхамдулиллах, Всевышний открыл нам всю эту красоту, чтобы наша поездка не была испорчена плохой погодой, так скажем. Так, друзья, еще чуть-чуть, и мы у цели. Где-то метров 10. Вот так примерно. Все, поднимаемся дальше. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему. Облака поднялись, и мы все видим прекрасные места, прекрасную природу. Видите, друзья? Мы поднялись вот с этого места пешком, вот. И нелегко нам было, с трудом поднялись сюда, но соблазн этой природы и любви к природе так высока, что мне сейчас пришло в голову, вы догадались, по-моему. Смотрите, подняться вот до конца на эту вершину. Не знаю, что у меня из этого получится, но если мы оттуда поднимемся, я там подниму
нашу вертушку. И мы облетим это все. Все, пошли дальше. Аккуратно, шаг за шагом, соблюдая все меры предосторожности, технику безопасности. Поднимемся туда. Еще чуть-чуть. Еще немножко. И мы у цели, господа. Отдышка сильная. Это значит, что мы должны заниматься спортом. Занимайтесь спортом. Посещайте Кавказ, в частности Чеченскую республику. Поднимайтесь в горы, вот как здесь. О, смотрите, облака поднимаются. Опять. Смотрите, вот, смотрите. Давайте, друзья. Вот поднимаются облака. Давайте, пока облака не поднялись до конца, постараемся до конца подняться. Только аккуратно. Фух. Мы поднялись, и облака тоже за нами. Мы наблюдали, как эти облака стремительно поднимались в эту сторону. А сейчас буквально минут 5 примерно так прошло. Сейчас облака уже оттуда вот туда уходят. Короче, эти облака как волны работают. То сюда, потом обратно. Сейчас все. Вот смотрите. Вот. Облака спускаются. Друзья, мы сидим, отдыхаем. Пока вот это не закончится, нету возможности поднять вертушку, снять, сделать какой-то красивый кадр. Ничего, подождем чуть-чуть. Если не получится, то спустимся с горы и поедем домой. Как-то так. Так, друзья, пока облака еще раз не поднялись, мы постараемся спуститься туда и подняться.
туман, вот это все уже не выходит. В принципе, все, что можно было снять, как бы мы сняли, но было бы красиво еще и солнце это все снять. Вот это исток Яссы. Вот. Отсюда начинается его путь. В нашей территории, вот на нашей территории, в нашей республике Ясса начинается вот отсюда. Вот. А дальше за этими горами уже недалеко уже граница Дагестана. Там мы не побывали, потому что пешком уже и вечер, и пешком как бы не успели. У нас снаряжение тоже нету, чтобы там ночевать, все такое. Вот так вот. Так что мы с вами увидели, где рождается река Ясса. Внизу есть, говорят, есть водопад. Погода, как вы видите, нелетная. Но тем не менее мы постараемся туда спуститься к водопаду. Кто хочет побывать в этих местах, я показываю вот дорогу, тропинку, видите? Вот эта тропинка поднимается прямо к истоку. Вначале, когда я поднимался, я специально пошел прямо вверх по реке, чтобы показать вам. Не обязательно всем именно подниматься по этой реке, где я поднимался. Есть вот идеальная тропинка, вот смотрите. Вот поднимайтесь по этой тропинке. Кто сюда едет посмотреть, поднимайтесь по этой тропинке. И безопасно, и не так трудно, как я там поднимался. Вот так вот. Берегите себя, не рискуйте. Вот здесь, вы смотрите. О, смотрите, наверное. Вот здесь эта река идет все под землю. Короче, именно от этой речки, да, там есть водопад. Она выходит оттуда уже и дальше идет по накатанной через села и, короче, до конца своего маршрута идет вниз. Так что вот сейчас постараемся попасть туда. Вот, как я говорил ранее, погода нелетная. Ну, постараемся. Так, друзья, не знаю, куда мы едем, но ищем дорогу к водопаду Яссы. Это где-то здесь должно быть. Мы спускаемся вот отсюда. Надеюсь, что смогу и подняться, как спустился. Друзья, нашли мы этот водопад. Водопад вот там. Вот это тоже вот под ко мне вот из грунта идет как бы вода. Сейчас поднимемся туда. Вот здесь идет вода. И отсюда. Отсюда вид очень шикарный. Если было бы солнце, то вообще 100% было бы. Смотрите. Так, друзья, мне сейчас не терпится подняться вот туда, где у нас водопад. Постараемся туда подняться.
подпишитесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Для вас нажать подписаться — это всего ничего, просто один клик. А для меня, на развитие нашего канала, это огромный плюс. А для нас осталась еще одна ступень. Вот оттуда постараемся подняться наверх и посмотреть. Поднялись вот оттуда. Сейчас, думаю, отсюда с камерой можно будет подняться. Изначально я хотел подняться только вот сюда. Сейчас увидел вот это, и мне уже стало интересно подняться чуть-чуть вверх. Прекрасный вид. Очень красиво. Думаю, вам тоже интересно посмотреть. Уже мы близко к тому месту, где вода выходит из-под земли, точнее из-под камней, и начинает свой путь дальше. И по ходу вниз к нему примыкают другие речки, и она становится большой. Эти горы, вот такие места мне дают силу. Это мое личное мнение. И я больше чем уверен, что вот этот свежий воздух, вот эти горы, кристально чистая вода, родники, вот это все продлевает жизнь. Потому что наши предки давно жили и 100, и 120, и 150 лет. Были такие люди. Осталось еще чуть-чуть, и вот из-под камней вода уже выходит из-под земли. Сейчас мы туда пойдем, сфоткаемся на память и аккуратно спустимся. Вот, друзья, дошли до этого места. Помните, я вам показывал там у истока Яси, когда она спускалась, она шла под землю. Она исчезала там. И под землей у него есть канал, вена такая. Под землей она вот докатилась до отсюда. Смотрите, вот из-под этих камней она вот выходит, понимаете? Видите? Она выходит, и вот здесь начинается вот там в горах она рождается, скажем так, сползает чуть-чуть, исчезает. Здесь эта река начинает свой уже дальнейший путь. Вот по этому ушелью она идет и до конца. Я не знаю, докуда эта река идет, я не знаю. Но она идет очень далеко. Вот. Здесь она чисто кристальная, вы видите. Там уже грязные, не грязные реки примыкают к нему, она уже теряет свои такие свойства чистоты, скажем так. С легкой душой, с выполненной миссией постараемся аккуратно спуститься. Но сейчас я здесь сделаю омовение из-под родника.
попью воду и спустимся. Скажу вам одно. Эта вода очень холодная и очень вкусная. Чувством исполненного долга мы возвращаемся обратно домой.